форма. Это сухая форма бацилл, которая выдерживает полностью любую кислоту. Я имею в виду желудочного сока. Мы же все глотаем это все. Оно должно пройти через барьер кислый желудочного сока. К сожалению, все пробиотики, которые выпускаются другими фирмами, они не проникают. У них больше 90% погибает по дороге в кишечник. Ну, у кого пониженная кислотность, там чуть побольше выживает. И вот эти споры, они, попадая в наш кишечник, прорастают именно в толстом кишечнике, способствуют восстановлению собственной микрофлоры и через месяц полностью выводится из организма. Это вообще уникальное, конечно, сочетание пробиотиков, которые, это разработка ноу-хау компании BioEpic. Соответственно, вы понимаете, да? Не выдержала моей энергетики. Как это был закон гравитации, да? Так. Ну вот три составляющие, которые отличают. Поэтому мы никак не можем это назвать БАД, потому что БАД, это добавки, это то, чего не хватает организму, как бы протезирование, да, пищевого рациона. Мы не можем это назвать лекарством, мы не можем это назвать препаратом, потому что это не химия, в нем нет ни одного искусственного компонента. И, естественно, идеальное название, конечно, клеточное питание. Мы можем смело сказать, что при потреблении нашей продукции, при применении технологии, человек может обходиться без еды фактически весь день. У нас наши лидеры фактически кушают только один раз в сутки. И это не есть как бы чудо. Это нельзя назвать, что у них там язва желудка прочее. Просто подать потребность. Достаточно пить, потреблять нашу продукцию, соблюдать водный режим, умеренные физические нагрузки и потребности в обычной пище, которая, конечно, составляет большую часть балласт, калорий там очень мало. Ну, вы понимаете, да, что качество пищи сегодня оставляет желать лучшего. Поэтому все, что я хотел рассказать, отзывов очень много. Мы живем в век интернета, пожалуйста, заходите. Говорят, что уже в Казахстане, в других регионах, где более, конечно, больший удельный вес людей потребляют уже продукцию давно, вопросов вообще не возникает, как это работает, и доказательства не нуждаются в технологии. Спасибо за внимание. Пожалуйста, расскажите вот этот... Вопросы потом. Да, про отца своего отзыва. У вас это вот, очень хороший. давайте перейдем к отзывам сразу. Да. Значит, я из своего опыта сразу скажу. Да? Я со своих близких начал, потому что я ни одну технологию не могу рекомендовать другим, не применив сам и на своих близких. Близкие мои все кролики экспериментальные получаются. У меня отец, он профессор, доктор исторических наук. Он 78 лет ему. Из этих всех лет 40 лет страдает бронхиальной астмой смешанной формы, инфекционно-аллергической получается. Значит, был на 3 ингаляторах. Ну, это получается противоаллергическое, там бронхолитик, там, ну, в общем, 3 компонента, это на 3 ингаляторах. То есть ни дня он не обходился без вот этих рызыков, да? Ну, 40 лет, понимаете, да? Он и в реанимациях лежал, и в деревню переехал только из-за того, что город для него это большая аллергия. Вот. Я ему начал давать BioEpic. Я ему сразу начал давать, не начал там сразу вот зеленые утренние таблетки, вечерние бело-фиолетовые. Ну, я решил в комплексе терять нечего. Обострения не было, да? Обострения абсолютно не было. Ну, у него просто так, видимо, совпало хорошо. И я внутри думал, хоть бы он вот, ну, чудо будет, если он избавится от ингаляторов. Но я не думал, что через месяц я с ним осторожно созваниваюсь. Он говорит, вот от твоих зеленых этих капсул у меня давление высокое. Я говорю, и что? А как ты заметил, что давление высокое? Голова болела? Нет. А что? Да нет, я же измеряю, я же по тонометру вижу, что у меня там 220, 200. Нет, а так говорят, а тот тонометр? Нет, ничего не было. Хорошо. Так, ну, то есть такое ощущение. А потом начал обзываться, говорит, вот, ты все, вот, ваша система здравоохранения вообще косотрухлявая, всякую гадость назначает. Я говорю, что ты имеешь в виду? А я говорю, я уже ингалятором не пользуюсь полмесяца. Как? Не может быть. Я говорю, вот так, оказывается, вот потребность отпала, видимо, возраст, я вот иммунитет лучше стал, я вот дом
почистил, по деревянному доме живу, поэтому у меня здоровье лучше стало. Я говорю, а тебе не кажется, что не только там то, что ты там не слушаешь, и то, что ты там постарел, там якобы заматерел? Нет, конечно нет, говорит это. А капсул тебе никак не поднимет? Ой, эти капсулы, от твоих капсул только давление поднимается. И вообще, говорит, и твои капсулы тоже трухлявые, наверное, как и твое здравоохранение, и все, которое меня держало на 3 этих ингалятах. Но он не замечает. Обычно люди не замечают хорошее. Понимаете, вот когда с ними случается хорошее, выправляется нет осознания. А он так и не понял. Потом через месяц где-то я его кое-как упросил, и до сих пор он без ингаля, уже 3-й месяц. Вообще без ингаля. Пьют капсулы. Абсолютно. Вот наконец. Но я его мотивировал тем, что если хочешь пожить еще, капсула. Он согласился, это была единственная мотивация. А сколько раз пьешь капсулу? 2 раза. Капсулу, как обычно, 1 раз с утра вот этот элевейтор зеленый, вечером синий фиолетовый. Ну, у него мотивация пожить подольше. Но факт того, что он от ингаляторов избавился, а в случае лекарств, которые он на 10 тысяч закупался каждый А месяц. перерывы? Мне кажется, вообще Перерыв у него был А месяц. другие лекарства не пьет, значит, да? Абсолютно. Все уже отпало, выпало. И, ну, редко может быть вот это антигистамин, у него все-таки аллергичный и кларитин, чем-то хлоротидин выпустит. И второй пример, это тетя моя родная. Она всю жизнь болеет сахарным диабетом на 2 инсулинах, на коротком и на длинном. Ну, как обычно, да, бывает. Пожилых. Значит, тоже через месяц у нее сахар упал, там у нее гипогликемия, тоже были эпизоды. И сейчас она через, ну тоже вот, ну, она, конечно, сразу повесила, но через месяц то, что у нее сразу от длинных мы инсулина длительного действия отказались. Сейчас только на коротких, и то на половину дозы, после приема пищи на закрытие. Все, это из моих результатов. Но я про больных промолчу пока, потому что иногда в YouTube выкладывается. У нас в больнице вообще запрещено применение любых добавок. Это у нас уголовное преступление. Я показываю. Но результаты даже у реанимационных больных, я думал, что у пожилых, у которых резервов уже никаких нет, там уже наверняка нечем, там никакие БАДы назначать смысла нет. В данном случае наши технологии там работают. А применяя эти витамины, мы отменить таблетки. Вот, вы правильно говорите. Значит, у меня какая тактика, очень простая. Ничего отменять не надо. Ничего отменять не надо. Вы параллельно начинаете. Да, так же, как и назначить врачи, так и принимайте. Потому что вот после того, как в организме уже накапливается польза от этой нашей технологии клеточной, оно накапливается. И оно не сразу накапливается, естественно, не в один день. Мы же годами болеем и хотим за несколько месяцев вылечиться. Такого не бывает. Конечно, такого не бывает. Все в обратном порядке. Через обострение часто бывает. Люди обычно очень боятся обострения. Не надо бояться, потому что это натуральные препараты. Даже если вы передозируете, даже если вы за раз 3 капсулы выпьете, ничего страшного нет. Абсолютно. Оно будет так же действовать, как и 1 капсула. Единственное, мы можем снижать дозу. Но потом, вот правильный вопрос, да? Люди думают, вот когда уже через полмесяца, через месяц уже технологии начинают выправлять наш организм, мы начинаем трансформироваться, изменяться, оздоравливаться, вот тогда уже помаленьку вы заметите, что как бы надобность уже помаленьку будет отпадать, мне кажется, фармакологически. Ну, врачи же назначают у меня, например, принимать ежедневно. Ежедневно в течение жизни. Вот эти таблетки мы что делаем? Если мы оздоровимся, идем к врачу, анализы сдаем, и потом врач говорит, остановитесь, уже не пейте. Врач вам скажет, потому что, врачу не обязательно говорить то, что вы там на клеточных технологиях, потому что он исплется, еще опытный врач вообще вас откажется вас дальше обслуживать. Поэтому, конечно, советоваться у врача. Врач будет, конечно, удивлен, у нас куча таких случаев, и он будет снижать помаленьку дозу. Действие мягкое лучше. Результаты, да, наши? По результатам, да? Да. Давай. Ну, все выпили. Александр, где? Всем здравствуйте, меня зовут Дора, мне 54 года. Я клеточное питание принимаю с 14 марта. Я сюда вошла
вылечить свою глаукому. У меня была глаукома, которую поставили 1,5 года тому назад. Ага, и в операции мне отказали от того, что у меня очень воспалительные суставы. Ага, не могли сделать операцию из-за воспаления. У меня был ревмофактор, ЦРБ-фактор, вообще 4+, уже держалась 4 года. И вот я начала пить вот эту, тоже были, конечно, сомнения были, то, что она из Америки, и то, что она, я тоже думала БАД, а это совсем не БАД. И вот в результате приема я сразу почувствовала, через 2 недели у меня скованность руки стала отходить. Утром у меня вообще, кто знает, что ревматоидный полиартрит, что это такое, это чувствует, наверное, да? Это у меня было вообще скованность по утрам 4-5 часов. Пока я просыпалась, пока немножко сетовалась, зарядку делала, она только отходила к 11-12 часам. Но тем не менее я ходила. И вот почувствовала, что у меня вот скованность ушла, и обрадовалась, да, дальше я его пить. Но врачи, конечно, вообще против были, конечно, против этого приема. Но я все равно не слушалась, на свой страх начала принимать вот это клеточное питание. И в результате я победила вот эту глаукому. Я победила сахар. Сахар у меня в норме. Ревмофактор, ЦРБ-фактор, все в норму пришло. Вы не бойтесь, принимайте. Вы, девочки, мальчики, пока сами не будете принимать, сами не ощутите, вы людям рассказывать не сможете. Поэтому я вот пила, я была на приеме в Москве у профессора. Уточнить, чтобы действительно у меня глаукома. Он проверил меня на 7-9 аппаратах, которых даже у нас нету. И он сказал, операция вам не полагается. За счет, вот он сказал, вы можете мне показать, что вы принимаете? Я эти вот всякие, которые мне пузырьки, капельки, которые я уже перестала пить уже с мая месяца. И он очень удивился, состав посмотрел, сказал, тут действительно есть такие компоненты, которые укрепляют сосуды. Вот за счет этого у меня, видимо, сосуды укрепились и отошла глаукома. Чуть-чуть, немножко давление все равно сохранилось, я думаю, со временем даже артериальное давление, и вот внутри глазное давление уже уйдет. Поэтому я и принимаю, и всем советую. У меня не только глаукома ушла, не только сахар в норму пришел. Я избавилась от лишних килограммов. Я с 14 марта по сей день я сбавила в весе 12,5 килограммов. Я таскала вот эти 12 килограмм на себе. Представьте, какое это было, да? А сейчас я ощущаю еще такой прилив сил, бодрость, настроение улучшилось. Я всей семьей принимаю. И вам же такое желаю. И желаю вам здоровья. Вот с этими клетками, вот Всевышний, наверное, нам отправил вот это клеточное питание, чтобы оздоровились люди. Очень многие оздоровились. Я живу за речкой, село Майя. Вот там начали люди принимать и имеют тоже такие хорошие результаты. Кто умеет в Ютубе можете смотреть, в Инстаграме смотреть. Я все вкладываю туда. Так что желаю вам здоровья. Я говорю, я могу плясать, могу на 2-3 этаж приседанием тоже могу делать. Вопрос можно? Можно. А чем врачи мотивировали отказ? Отказ они мотивировали то, что никто глаукому не лечил БАДами, никто, говорит, всякими вот этими... Нет, в операции почему отказали, говорят? Почему мотивации врачей? Отказали операции? Я говорю, отказали операции, а то, что у меня воспалительных процессов в суставах очень Нет, я много. вообще имею в виду, зачем врачи против? А против этого клеточное питание, ну не знаю, они мне не говорят, говорят, придумали, говорят, всегда, я даже когда была вот у профессора, мне врач сказал, всяких шарлатанов очень много стало, вы шарлатан уходили, сказала же, но нет, а я после этого пошла, выпросила направление в город, в городе обследовалась заново, и тут у меня сказали, глаукомы нет. Это же очень хорошо. Ну вот я добавлю немного, да? Почему врачи бывают против, да? Врачи почему бывают против вот этого клеточного питания?
Ну вот знакомо, да, то, что врачи, бывает, что они сами страдают, ну, как бы, от тех болезней, от которых они лечат. Бывает же такое? Ну вот даже смотрим. И вообще, как бы, следственное питание, это прям, это действительно революция, да, какая-то? Да? Вот у нас... Это наша гостья из Бурятии, Лена Уланова, занимается. Вот, врачи же у нас как бы привыкли лечить органы. Они же даже подразделяются, да? Терапевт, там, сердце, да? Там, кто еще? Кардиолог, да, там, окулист, да, глаза, лечат. Они как бы на органы ориентированы. А мы-то состоим, получается, из органов. Потом у нас идут эти ткани. Это вот Жаргалма Ишевина вот раскрыла. Это вот я недавно стала понимать такое, что почему вот это действует это клеточное питание. И тут у нас клетка идет, да? Получается, они начинают у нас с органов лечить. Неэффективно, да? То есть мы все равно болеем. Лекарства пьем, да? Болеем все равно. Потом у нас идут ткани. И потом идет клетка. А у нас вот Лев, да, и Аксель, вот эти наши продукты, они ориентированы на клетку. То есть с клетки начинается оздоровление. Это получается это так. Почему вот люди такие результаты получают, что врачи нам не могли помочь, да? Врачи нам отказали. Вот витилиго. Витилиго неизученная вообще, непонятная ее вообще, вот этому мужчину-то, который знаменитый, да? Мы же везде отказали, они куда-то там ездили, там, в Америку или туда. Вот этот Майкл Джексон там страдал от витилиго. Даже мы, ну, как бы не могли помочь. А получается, что у нас, получается, с клетки идет оздоровление. И сюда спускаешься ткани, да, начинают оздоравливаться. И идут органы уже. Ну, вот как, к примеру, у Доры, да? Получается, у нее была глаукома. Глаукому ей отказали оперировать, потому что у нее воспаление суставов. А у нее началось оздоровление с клетки. Клетка начала получать необходимые вот элементы, то, что нам хватает, да? Фрукты, овощи, то, что вот состав вот Лева, ну там мы сегодня кратко же будем. Состав это все понятно, там растительное, все это грибы, то, что вот человек не получает в течение жизни. И отсюда вот идет и здоровье. Ну, у меня что прошло? У меня самый как бы, огромный результат я получила, то, что у меня грыжи. Вот кто страдал грыжей? Шейная вот. Меня хотели оперировать, но я отказалась от операции. Как-то там, у меня вообще в 14 году было. Ну и как-то там само по себе там ходила на физиотерапию, начала йогой даже заниматься. Ну как-то ушло, но все равно более скованность, вот это утреннее вообще тяжело было. Вот только благодаря вот этим капсулам. А вы сколько принимаете? Я 4 месяц, 4 месяца. Вообще узнала в июне. Ну, конечно, тоже недоверие такое, да, есть, что, ну, что за капсулы еще американские, да, чем они там могут помочь. А вообще американцы, многие говорят, вообще американцы нас отравить. Да, вот многие так думают. Да, это вообще просто... Бактериологическая атака. Да, ну, Амвей, ну, вспомните сами, Амвей это Америка. Все продукты. Амвей, ну, Амвей же тоже так-то эффективно. Там наоборот были открыты. Да, и сам Андрей Артурович говорит, что вообще то, что мы сами производим в России, вот эта бытовая химия, это все, ну, как бы вредное. Самое эффективное это продукт как раз из сетевых Amway. Также он еще говорит, что продукция из Кореи, вот эта косметика тоже. Ну, это кратко. Хотела сказать про врачей. Давайте послушаем наших гостей, да, из Бурятии, наших партнеров. Я хочу дать слово Лидии Николаевне. Скажите. Ну, я так хорошо не говорю, как
рассказали, да, но у меня действительно очень ошеломительный результат получился. Поэтому я хочу сегодня поделиться с вами. Про Лев 8 я узнала еще в октябре 2017 года. И когда мне из Бурятии моя хорошая знакомая, может кто знает, Ирина Примак, значит, рассказала, что есть такое прямо чудодейственная капсула, и что очень хорошая. Она меня мотивировала на заработок. Ну, что можно очень хорошо заработать. А когда она мне сказала, что это можно хорошо заработать, я сразу ей отказала. Мне не надо, говорю, я больше никакими всякими разными сетевыми не буду заниматься. Потому что я действительно занималась всякими разными, да, и везде, ну, сперва получала результат, потом крах. Ну, я не такой человек, который сильно так приглашает и так далее. И вот я ей отказала в октябре, и 31 декабря 17 года, да, вдруг, значит, ко мне все приехали мои родные сестры, брат. И, значит, когда они уехали, остался, сын купил такой шикарный торт, такой прямо красочный, бирюзового цвета, там всякие разные. Никто не притронулся к этому торту. И я вот как-то, у нас же есть такое, лучше пускай, чем пропадать хорошему этому, да? И я 3 дня кушала этот торт. И вдруг у меня началась сыпь вообще ниже пояса. Вот ноги начали прямо это. Я испугалась, что у меня случилось, да? Но у меня вообще-то есть, оказывается, наследственная предрасположенность к псориазу. У меня отец болел псориазом, родная сестра болеет, у этой родной сестры сын болеет, да? И это вообще это псориаз, это вообще такая болезнь, которая вот кто если знает, это вообще. И я кое-как дождалась, когда закончатся эти каникулы рождественские, чтобы пойти к врачу. Потому что я испугалась. Я не думала, что это псориаз. А когда пошла к врачу, обследовалась, и мне сказали, что это дебют псориаза. И меня после, значит, всяких разных анализов и так далее, там еще место надо было выбить в больнице КВД, да, положили в больницу. Ну, когда я легла в больницу, я увидела, какие там люди вообще. А до этого говорили, что вы, наверное, получили какой-то стресс из-за того, что псориаз просто так сам по себе не возникает. А у меня такого стресса не было. А когда я увидела больных псориазом в больнице, у меня действительно получился стресс. Я думала, как это вот я вот такая вот буду? Я вообще, пока я, значит, там лежала, все время у меня был стресс. Я вообще не могла ничего. Все время мне кололи снотворное, чтобы я спала. И все время я первые дни я спала и спала. И когда вот ходили в мазевую, мне было это вообще как-то это... вообще, ну, это словами не рассказать, надо просто глазами посмотреть на этих людей. Сплошные, прямо сплошные эти болячки. Друг с другом они, оказывается, вместе сливаются, и получается прямо сплошная это. Вот у меня вот тогда был стресс, да. Когда у меня дочка невролог, я ей не сказала, что я вот когда я выписалась из больницы, там меня прокапали и так далее, что-то делали, но у меня псориаз вместо того, чтобы пройти, которые были точечки, да, они все стали увеличиваться и друг с другом сливаться. И я позвала дочку, а когда она увидела, вот она получила стресс. Мама говорит, если у тебя здесь высыпали, говорит, наружу такие болячки,
а что у тебя творится внутри, это говорит вообще, говорит, у тебя все органы поражены вот псориазом. Тогда я вообще после ее слов, мне вообще не захотелось даже жить, если честно. Если у меня внутри такое, снаружи такое, это вообще. И, значит, я начала, ну, я, так как человек, который ищущий, да, начала искать в интернете, где бы найти, как вот, люди от псориаза. И я наткнулась на, есть в интернете жук-знахарь, живые жуки. Люди принимают, оказывается, этих живых жуков и лечатся от псориаза. Я нашла этих жуков, вы даже не поверите. Да, я нашла этих жуков, меня отправили, я их начала кормить и разводить. Этих жуков надо принимать по одной штуке каждый день, прибавляя. И я прибавила до 70. За один раз, представьте себе, 7 маленькие, они вот чуть-чуть больше. Как клопы они. Да. И как его, я вот принимала до 70 штук в день. Потом обратно это 69-68. И думаю, первый раз, когда я начала их, а их надо глотать еще живыми. Да. Да, потому что они, когда, значит, попадают к тебе туда, в этот, что-то выпускают, который именно твой иммунитет, оказывается, что-то делает. Короче, я их пропила. И что? И у меня ничего, ну, такого этого не получилось. У меня разочарование, потому что у меня болячек было очень много, действительно, да. Разочарование я получила и начала читать, достала книгу «Сода», и который вот неумыватель, может, врачи знают, да, кто такой неумыватель. Я, значит, достала книгу про соду и про перекись водорода. И начала активно лечиться содой и перекисью водорода. Даже не поверите. Все равно вот, ну, немножко улеглось, как этот самый, но все равно болячки не уходили. И вот Ульяна Анатольевна, Я здесь. ага, вот Ульяна Анатольевна, да, я ей тоже, она знала про мои проблемы, и она сказала мне летом, сказала, в июле, да, или в июне, ага, сказала, что тебе надо лечиться вот этим, Лев-8, есть такое. Я говорю, я про нее слышала, говорю, вот надо лечиться. Я, говорю, биолог она, говорит, тебе должно помочь. Ну, я пропустила это мимо ушей. В июне я вот приезжали, я встречалась с спонсорами со своими, да, и как-то быстро-быстро и ушла. И вообще, и не поверила. Действительно, я не поверила. Но так как у меня болячки не ушли, и потом подумала, а почему бы не попробовать? И про Лев-8 начала смотреть в интернете. В интернете смотрю, люди прямо рассказывают, там, ну, я решилась, тоже надо попробовать. Потому что так я тоже не могу жить. И, значит, в сентябре они приезжают, а я улетаю в Москву. Когда я из Москвы прилетаю, они улетают из Якутска, да? Но, тем не менее, у меня в руках оказались вот эти вот Лев-8. Я же не заказывала. Так, я подумала, надо попробовать лечиться, когда у меня на руках. Если нет, почему я не могу этот самый? И у меня вообще денег не было. Из Москвы прилетела, денег вообще нету. Потому что все израсходовала. Короче, начала пить вот Лев-8, которые оставили спонсоры, да? И начала, уже я с 3-го дня почувствовала, как будто у меня изнутри идет какой-то такой, как сказать, какие-то токи идут внутри организма. Вот что я почувствовала первый раз. И, ну, как-то не обратила внимания. А оказывается, видимо, внутренние мои псориазы, которые болячки начали, видимо, реагировать на этот Лев-8. Это сейчас все так. И я начала пить 25 сентября. Вот только начала пить 25 сентября. 1,5 месяца назад? Да. И знаете что? Когда я начала пить, я уже
через неделю почувствовала такой прилив энергии. Обычно я вообще лежу, у меня, как сказать, от моих болезней действительно стресс, ничего не охота делать, вообще не охота ничего делать. И я все время лежала перед телевизором, смотрела телевизор, все сериалы подряд, дома ничего не делала. И вот у меня появился такой этот самый, энергия появилась, и я вдруг начала все по дому делать, перестирала всю свое белье, которое у меня накопилось за лето, да, и удивилась, почему я так не устаю даже. И теперь вот я хочу сказать, что действительно Лев 8 работает, это я на себе, у меня есть фотография. Вот у меня есть подруга, которая меня, значит, она работает в Сибирском здоровье, я раньше тоже там работала, но подумала, что там, для себя я вот селен пила, там всякие, вот все БАДы, которые были, я в Сибирском все попробовала. Считать, что мой организм сильно такой зашлакованный, я не могу сказать, потому что я БАДы принимала. И это, значит, она пришла и говорит, давай сфотографируем твои вот эти ноги, говорит. Я говорю, зачем? Ну, хотя бы посмотреть. Вот она принесла мне истоки чистоты, там вот, ну, все вот, как его. Я все эти выпила, которые она мне принесла на какую-то сумму, 4500, да. И это, но у меня такого улучшения тоже не было. И вот когда я начала с 25 сентября принимать Лев 8, я уже начала чувствовать, что у меня как-то что-то происходит в организме. И на сегодняшний день, вот те болячки, которые у меня вообще сидели и никогда... Я вот мазалась такими дорогостоящими мазями гормональными и так далее, которые 600 рублей стоят каждый раз. У меня один тюбик хватал только на 2 дня. А дочка сказала, мама, ты этими гормональными сильно не потому что это плохо для организма. Она вообще в шоке была. Не знает, что делать. Иди к дерматологу, говорит, там это. Дерматологи идут, они тоже не знают. Мази, эссенциали вот эти вот назначают и так далее. Очистку, ну я уже все прошла. Вот. И, значит, а теперь я заметила, я вот начала принимать Лев. А как у меня денег-то не было, как я смогла заказать себе Лев 8, теперь расскажу, да? Вы скажите результат. Результат очень положительный. Результат от ЛФ. Я покажу. У меня есть там, да. И сидят люди, которые не знают, денег нету. Все, кого я говорю, приглашаю, говорят, денег нету. Поэтому я хочу вам рассказать, как я, не имея ни одной копейки, да, заказала вот 2 раза Лев 8. Значит, первый раз я уговорила свою подругу и сказала, давай мы с тобой закажем по 4500, там, ну, по 4200 или 300 было, И мы же капсулу уже сразу не принимаем, одноразово. Ну, поделим на 2 части и второй раз еще. Ну, про это можно потом. Давайте результаты. У нас время поджимается. Да. А результат у меня такой, что я хочу вот немножко показать вам, какой у меня результат появился. Это просто говорить тоже не это, да? Лучше один раз показать, чем говорить. Вот я сегодня одному молодому человеку отправила свой вот такие ноги были, когда я попала в КВД. Ой, страшно. Там пляжки по всей пошли. Вот такие, если хотите, могу вам всем показать. Вот такие ноги я попала в КВД. И это было в январе 2018 года. Можно посмотреть? Сейчас я покажу. Покажите ноги. Сюда можно. Сюда показать. Этого надо было бы. А сюда? Сюда можно ли нет? И теперь Можно скинуть. вот такие ноги у меня остались. Нет, это мои ноги, которые я лечила
жуками, там, всякими разными, содой и так далее. Вот такие ноги. А после ребит покажи. Это было до того, как 25 сентября. У вас сейчас чисто прошло, да? Какие у вас длинные ноги. Когда у меня вот- Я же лечилась с января месяца, лечилась до 25 сентября. Ну, скажите, с какого вы начали лет? И вот такие ноги у меня. Вот эта фотография буквально 3 дня тому назад. Это время, потом сейчас люди сориентируются на жизнь, жуки Кому интересно, потом с нее, с WhatsApp возьмем, ладно? Давайте следующего. Кто по результату? Вот. Нет, наверное, Совершенно результаты поняли, что Чат много. выложить. Быстренько. Ага. Давайте пока вся история болезни тоже Тоже такие. Когда начали пить и какие результаты? Историю не надо. Ну, я тоже начала И пить. громко. Это... Громко. Совсем тихо говори, да?